Напередодні Нового года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о присуджении специальной премии деячам культуры и мастацтва краины. Сярод 10 лауреатов и працоўны коллектив мемориального комплексу «Брестская крепость-герой». Символ непокорности, силы духу и мужности советского народа у годы Великой Отчинной войны. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» штогодно ведваюць каля 400 тысяч туристов з усяго свету. Для вечного огню у братской могиле под плитами мемориала крепости покоятся оборонцы и члены их семьяў. Усяго 1022 человеки. У чэрвені 2014-го у паўднёва-ўсходняй казарме цитадели Брестской крепости адчыніў свои двери новый музей с символичной назвой «Музей войны. Территория миру». У 8 залах размясціліся экспонаты, якія распавядаюць пра падзеі 70-гадовай даўніны. У экспозициях мало зброі, але шмат асабістых рэчаў, фотографий и листов. Все работники, кто работал над созданием экспозиции, можно сказать, вкладывали частичку своей души в создание экспозиции. Времени у нас было мало для ее создания, но тем не менее мы считаем, что в целом музей получился, и эта экспозиция действительно внесет свой вклад в сохранение памяти о нашей победе, в сохранении памяти о защитниках Брестской крепости, в сохранении памяти о всех, кто защищал нашу родину в 41-45 годах. За год музей наведала больш за 18 тысяч турыстаў. Прывабліваюць іх не толькі артефакты, якія распавядаюць наведвальнікам аб тым, што перажылі загінуўшыя, і абавязкова павінны ведаць жывыя, але і перадавыя тэхналогіі сусветнай музейнай практыкі, якія выкарыстоўваюць тут падчас экскурсій. Может представить весь ужас этой системы. Каждый лагерь являлся своеобразной фабрикой смерти. Адметнасць экспозиции в том, что многое тут можно не только убачить, але и почуть. В этом зале используются такие средства, как звуковые купола. Под каждый из этих куполов можно подойти и услышать воспоминания либо того человека, который остался в живых, о событиях начала войны, возможно, о плене, либо услышать воспоминания родных и близких о том человеке, который погиб. Всего в этом зале представлено 8 таких звуковых куполов. Об абаронцах Брестской крепости на мове сучасных технологий у музея распавядае и интерактивная книга памяти. На виртуальных сторонках больше за 1000 именов. Информация разбита по блокам. Здесь есть сведения на людей, которые погибли в Брестской крепости в начале войны и чьи имена вынесены на гранитные плиты. Есть сведения на тех людей, которые попали в плен, на тех, кто остался в живых, либо оказался на фронтах Великой Отечественной войны, и судьбы этих людей сложились тоже по-разному. Диплом лауреата специальной премии президента коллектив мемориального комплексу «Брестская крепость-герой» атрымае 9 студзеня ў Мінску падчас урачыстай церемонии. Катерина Страхат, Грана Капян, областные новины, Брест.